Проектная работа «Динамическая игрушка. Медведь-программист». Подготовил учащийся 7 класса ИГЛ Тютюнников Глеб Владимирович, руководитель Гайнулин Марат Робертович. Цель проекта – узнать историю динамической игрушки и ее использовании. Задача проекта – изготовить динамическую игрушку «Медведь-программист». Самая древняя подвижная игрушка найдена в Египте и датируется 3-м тысячелетием до нашей эры. Примерно в XVIII веке деревянные игрушки стали делать подвижными и на Руси. Разновидности динамических игрушек. Существует несколько типов динамических игрушек. По характеру движения их условно можно поделить. Игрушки-каталки, крутящиеся, качающиеся, лазающие, кувыркающиеся, шагающие игрушки. Их объединяет то, что все они передают движение и равновесие. Отсюда и название «динамические игрушки». Богородская игрушка. Говоря о динамической игрушке, особо нужно отметить игрушки богородские. Они бывают на планках с балансом с кнопкой. Разводы с балансом, дергуны, игрушки на тумбочке с кнопкой, карусель, карусель на тумбочке, клюющие курочки, шагающие, кузнецы из Богородского. В современной России мастера продолжают и развивают традиции изготовления динамических игрушек, разрабатывают новые модели. Богородская игрушка «Медведь-пианист», богородская игрушка «Медведь-программист». Что нам потребуется для изготовления? Клей, фанера, нитки, гвозди, молоток, наждачная бумага, программа CorelDRAW 12, лазерный станок, напильник, плоскогубцы, ножницы. Что у нас должно получиться? Изготовление игрушки. Чертеж для изготовления я сделал сам. В качестве материала использовал фанеру толщиной 4 мм и 8 мм. Далее я распечатал игрушку на лазерном станке при помощи моего руководителя. Вырезанные по чертежу детали я зачистил наждачной бумагой и напильником. Детали должны быть совершенно гладкими. Затем я склеил между собой все детали по очереди. Вместо струбцины я использовал плоскогубцы. После всех проделанных мной действий я вставил лапы на медведю на их место с помощью гвоздей. Затем я взял нитки и отрезал нужное количество ниток. Далее я приклеил нитки на лапы и соединил их с маятником. Цели и задачи в проекте были достигнуты. История и использование динамических игрушек изучены. Динамическая игрушка с балансом изготовлена и исправно работает с маятником. Заключение. Динамическая игрушка имеет огромное педагогическое значение. Во все века динамическая игрушка имела большое значение в развитии и воспитании детей. Динамическая игрушка – это фактически первое знакомство детей с законами физики. Спасибо за внимание.